Этот материал вышел настолько спонтанным, что сбилось все. Традиционное начало с представлением, вопросы, ход, сценарий, но, возможно, оно и к лучшему. Меня зацепил шикарный свадебный костюм нашего героя, который обратил нас на почти 50 лет назад. Тогда мы узнали не только о моде, семье, но и историю. В данном случае историю центрального памятника нашего города Алекминска, который угораздило поставить именно в те годы. Памятник Ленину. А потом свадьба была. У меня теща там работала. В доме быта. Этот костюм собрали. Ага. У тещи фамилия, на всякий случай, Таюрская. А ее брат, который мэром был, привез, когда меняли памятник Ленина. Да, это мой дядя привез этот памятник Ленина. Вот он привез с Якутска, его поставил. Тайком ночью. Этот памятник. Да, этот памятник Ленина привез вот мой дядя Таюрский. Был тут мэром одно время. Ну, мэром или как оно? Ой, ну вот какой. Так, 69-70, я на первый курс поступил в 69-м, ну где-то 70-й, 71-й, вот так вот где-то. Я, То есть до этого площадь Ленина была без памятников. Она, может, и... 70-й. Она, наверное, и Ленина-то не была площади. Нет, вот. Ну, а как? А что там было? Там что-то было? Короче говоря, в 75-м году, когда у нас была свадьба, вот, мы возлагали цветы уже к памятнику. Да, уже к памятнику. Нам снег, там все это расчистили, дорожки, все. К сожалению, вот профессиональных-то не было фотографий. Какая-то мутная там валялась где-то, да, я же даже не знаю, живая она или нет. Вот так что видал, какой красавчик-то у нас воевал-то. А вот Это моя после семья отпуска. вся. Вот тут мама, папа, сестра. Ну, знаете, вообще у нас сегодня встреча с людьми творческими, и у нас даже начало такое получилось творческое, как стандартно. То есть стандартно я обычно всегда спрашиваю, а с чего мы начнем? Да, сегодня мы до такой степени меня уже шарашили своим спинжаком с карманами, что я не могла просто А я, утерпеть, честно говоря, нашу передачу сумбурно. Ну и теперь, наверное, немножечко исправлю ситуацию, представлю героев сегодняшней нашей передачи. Сегодня у нас кто в гостях? Сегодня у нас в гостях Татьяна Дмитриевна Кальянова и Борис Валентинович. Валентин, да. Кстати, люди, которые известны у нас не только, наверное, вот в Алекминске. Это Я точно. знаю, вас знают вот за пределами. Хорошо. Есть такое маленькое. А вообще можно узнать, как вообще получилось, что вы оказались в Алекминске? Вся жизнь ваша прошла вот здесь, в нашем районе? Да, вот из-за меня. Вот мы познакомились в училище. В училище познакомились, приехали сюда гулять свадьбу. Наши студенты, наши друзья приехали тоже на свадьбу. Кто откуда они там приехали-то? С Чульмана или откуда-то? Что-то откуда-то понаехали. Короче, понаехали наши друзья. Здесь мы гуляли свадьбу. Потом поехали дальше учиться, закончили училище и приехали сюда работать молодыми специалистами. Но так как у нас организовывалась торгошкола, и Мачукас Людмила, как забыла ее отчество, она нас позвала с собой. И вот как молодых специалистов она нас забрала с собой, и мы в торго проработали 18 лет. Вот здесь где-то даже есть фотография памятная, торгинская. Мне она очень нравится, эта фотография. Наш коллектив, вот он. Вот такой небольшой, да, коллектив, да, коллектив небольшой, но она Ведерникова с нами работала. Анна Как Николаевна. ее? Николаевна, да. Анна Николаевна. Но Нина Васильевна приезжая. Директор у нас тоже приезжий. Каждая история любого героя открывает новые страницы не только людей, но и событий того времени, эпохи. Знаменитая торго, основанная людьми, приехавшими со всей России. Тогда никто не мог предположить, что национальность может стать вопросом с вопросом, что вчерашние почти братья забудут о десятках лет дружбы. Многонациональность, гостеприимство всегда были отличительной чертой Алекминского района, и поселок Торго
один из примеров. Владимир Александрович, он сам с Одессы или с Херсона? Откуда он? Он сам одессит. Да, одессит. Вот. Да, очень, очень грамотный. Очень грамотный. Закончил Киевскую консерваторию, аспирантуру. Да. Вот, и был у архимандрина Московского Коломенского Ювеналия, был личным секретарем. Да, у него такая Да. история очень богатая тоже. В общем-то, да. Так что люди-то у нас были непростые там, конечно. Это было интересно. Да, вообще у нас же со всей страны люди приехали в Торгу работать. Там были и москвичи, и питерцы, и Улан-Удэ, и Западная Украина. У нас были друзья с Западной Украины Медведевы. Ну, она по мужу самое Медведева. главное, это Донецкая область. Да, Донецкая, там было очень много людей наших. Горловка, Макеевка, Да. То, что сегодня мы слышим по телевизору. Да, вот совершенно они все верно. оттуда тоже были. Вот они Много всё народу это было. делали. Да. А Гуков, Царство Небесное, он сам непосредственно с Донецка. Вот. Поэтому вся школа у нас дончане были. Орлов, тоже Царство Небесное. Вот, он Да, они Макеев. Макеевка, да. Судьба многое изменила. Кто-то из друзей уже ушел. Многие уехали на родину. С кем-то связь продолжалась долго. Для супругов Татьяны Дмитриевны и Бориса Валентиновича это значимая часть их жизни, их история. Буквально через 2 года у них золотая дата – 50 лет, рука об руку. Конечно же, бывало разное, посмеиваются они. Но и сегодня они, как и тогда, вместе. Татьяна Дмитриевна смеется. Музыка нас связала. А как получилось, почему музыка? Музыка получилось, что вот это училище? нас Почему? связала. Ну, Борис Валентинович вообще у нас талантище. Его природа наградила музыкальными способностями. Вот он у меня всю жизнь выручает. Он любые ноты берет, у нас же в основном аккомпанемент фортепианный. Он берет любые ноты и моим детям аккомпанирует. Ну, С это- фортепианных нот запросто. Ну, беда и выручка моя. Вот. Да, не только моя, а Ольгу Геннадьевну, сколько он выручал с потехой, и с потешками. Он все фортепианные ноты, она ему дает, он там их быстро переделывает на баянные. Вот. Это ж талант, это не просто так. Потому что нам подавай ноты, чтобы мы по нотам играли, а он на слух там что-то подобрал, поиграет. разбирали, учили наизусть. Да. Потом играли. Время пролетело, нам уж 25, но душой мы молоды, вместе мы опять. Рада, что вливаются чудо голоса, ансамбль пополняется, мы одна семья. Хочется отдельно сказать про мужчин. Борис Валентинович у нас такой один. Первый парень на деревне. Полюбил Андреяшка парашку. Лапти да лапти мои. Лапти да лапти мои. Лапти мои, лапти липовые. Вы не бойтесь, как дитё, детка новые сплетёт. А почему в музыку именно пришло, вот вас привела судьба? Я вообще случайно туда попала. Я вообще хотела быть геологом с детства. Я ходила по берегу, камушки искала. Вот мне это нравилось. Потом, значит, у меня тетя была тоже Царствие Небесное. Она, значит, говорит, ты же девочка, зачем тебе это? Геологи, они же всю жизнь в тайге, тебе это зачем? И что-то она меня так как-то, как кипятком ошпарила. А я училась в музыкальной школе у Владимира Петровича. И он как-то мне так стал, Мясников, он стал мне намекать, что давайте вот в музыкальное училище, поступайте. И мы с Еленой Анатольевной Бельчусовой поехали, в 1 год вместе поехали. Вот с тех времен наша дружба зародилась с Еленой Анатольевной, так мы и дружим до сих пор. Вот. Поехали в училище, поступили, а там этот красавец. Ну как, мимо пройти? Вот так. Так мы и встретились. Красавец и всё. играл на ударных,
Ну, вообще, ансамбле. парень был, как говорится, на все отнюдь не имела руки. к баяну тогда ничего общего. Вот, Почему? пожалуйста, Я стоит учился, инструмент. Я учился же на первом курсе. Я Он на баяне учился, но играл вот в ресторанах на барабанах. Ударник, короче, ударник. хобби. Хобби. Да, Да, ну, поэтому его весь Якутский знает, потому что в ресторанах играл. весь Якутск. Ну и не только, потом заслуги пошли, они же с ансамблем всегда Я ездили. работал в Нюрбе, в Малакае, от Нюрбы там 150 километров. Я там начинал. Министерство культуры меня направило туда. Вот. 5000 якутов было, и я Нюча один. Вот так я начинал трудовую деятельность. Ну, а потом, когда закончила 4-й курс, она приехала сюда, ну, я, естественно, переводом сюда. Здесь будет поработали и поехали в Торгу открывать школу. А жизнь-то и пролетела. Вот не зря же есть песня-то «Есть только миг». Она, кстати, у Бориса Валентиновича любимая. Между прошлым и будущим именно он называется «Жизнь». Вот пролетела жизнь как миг. Семья – это то, о чем оба говорят трепетно. Дети, хлопоты. Но самое важное – счастье. 3 ребятишек, 3 доченьки. Не безоблачно, но жизнь она поэтому и жизнь. Без испытаний в ней не обходится никто. Ну, рождение, конечно, детей, это тоже очень ярко. Мы когда среднюю родили, мы вообще не спали с ним. Вот настолько мы радовались этой жизни, что у нас появилось чудо. Первое, это у нас, получается, инвалид дочь, поэтому как-то особой радости мы не ощущали. А вот средняя, когда родилась, это вообще эйфория. Я вообще удивлялась, как у нас хватало энергии. Мы то пеленки стираем, то купаем, то где-то под утро спать ложимся. Утром уже ребенок встал, мы тоже встали. И вот как-то... Ну, а 3-я родилась тоже. Это уже как бы... 3 девочки. Да, 3 девочки. И все 3 любимые. Самые лучшие. Вот они говорят, когда-то нам говорят: мама, ну вот вы живете, у вас там особо никаких богатств не нажили. Я говорю, самое главное у меня богатство – это вы. Вот все, больше мне не надо никакого богатства. Я когда среднюю родила, мне показалось, я такая богатая стала. Вот прям ощущалось, что я богачка, дочь родилась. Да, ну как-то так. Дети не пошли по стопам родителей. Каждый нашел свое дело и свою дорогу. А вот ученики, которые выбрали для себя музыку, есть. Есть те, кто не просто выбрали, но и засияли яркой звездой. Один из таких талантов – Сергей Чеглаков. Все, что надо было, да. По полочкам разложить. Татьяну Дмитриевну. Потому что стоишь и ждешь, выглядываешь. Татьяна Дмитриевна с Борисом Валентиновичем идет. Борис Валентинович, как обычно, зима, вот так вот расстегнутый. От него пара, Татьяна Дмитриевна рядом, мелкими шажками. А ты стоишь здесь, уже топчешься. Татьяна Дмитриевна, ты что так рано? Все, в класс. И так в старших классах и было. То есть потом уже, когда выбор уже был сделан, очевидно, что я буду уезжать и в музыкальный колледж. Все, я приезжал в 8 утра в школу, меня папа оставлял, папа уезжал, я в музыкалку. Так я безжалостно сливал просто школу, чтобы... Бунтарь был, бунтарь. Балалайшник-виртуоз. Первые свои ноты он взял именно здесь, в Алекминске, в Алекминской детской школе искусств. В
2006 год. Кадры из архива неспроста. Именно этот мальчик сегодня не просто возмужавший юноша, это весьма перспективный музыкант. Явление редко не только для маленького города. Сейчас единицы посвящают себя музыке в целом. Ой, каким он был, это было так давно. Был он хорошеньким, маленьким, симпатичным мальчиком с такими горящими глазами. У нас, кстати, очень много в Алёкминске именно таких детей, маленьких, с горящими глазами. Но вот таких детей надо как-то направлять. У этого мальчика, у Сережи Чеглакова, оказались очень мудрые родители. Они его вели вместе со мной все 6 лет, так как последний год он экстерном сдавал, у нас 7-летнее образование, и после 9-го он поступил в училище. Все эти годы он неоднократно бросал, он такой человек настроения, сегодня хочу, завтра не хочу, но талантливый. Вот моя первая звезда. Он закончил школу, закончил училище, закончил Новосибирскую консерваторию и, помимо того, бакалавр. Это очень высшее образование. Вот. И вот я ему тоже посвятила альбом. Вот это первая моя звезда. Тут потом они пошли по накатанной. Вот. Вообще, сколько лет вы дали школе детям? По 46 почти. У Бориса Валентиновича больше. 48, что ли. Он молокает, потому что еще работал. А 46 уже лет. Мы уж такие, как говорится, Асы, действительно. калачи, тертые в своей работе. Асы не асы, но долго сидим. Вообще образование, вот в образовании предусмотрено педагогический стаж 25 лет и все. Педагог себя вырабатывает, и надо уходить на пенсию. Но вот такие времена настали, 90-е и прочее, вот это безденежье, не модно стало идти преподавателем, и мы вынуждены просто работать. По большому счету, молодежь должны нам на пятки наступать, а молодежи-то нет. А теперь проблема в жилье, и не хотят сюда ехать, потому что нет жилья. Раньше-то как-то давали все-таки молодым специалистам, а сейчас этого нет. Поэтому вот проблема в этом. То есть вот я действительно в те годы школа это была полна. Да, полна. Сколько здесь было тогда вот? У преподавателей был большой коллектив. Вот я не скажу точно сколько, но тут было 5, 6, 7 пианистов, 5, 6, 7 баянистов. Вот большой коллектив был. Помимо того, ну у нас тогда хореографов не было, театралов и фольклора не было, ни художников. Чисто музыкальная школа была. А потом уже стали вот это преобразовывать в школы искусств. Появились классы хореографии, фольклора, художников. Вот разбавили музыкантов. А музыканты-то все перевелись. Я помню, что вот в 75-м или 6-м выпуск только народного отделения, то есть баяниста, аккордеониста, дамбриста, балалайшники, было 67 человек. Выпуск. Еще одна страничка истории города Алёкминска. Приехав после торго, супруги остались именно здесь. Борису Валентиновичу настойчиво предложили должность директора Центра культуры. Впрочем, тогда он имел другие функции, назначения, названия, да и времена были совсем другие. Что ставило вот вас в Алёкминске? Почему вы не уехали в большие города? Угу. Ну, почему мы не уехали в большие города? Во-первых, мои родители здесь жили. Сейчас их нет, конечно. Вот. Ну, естественно, тянет-то к родителям. Приехали, как-то вот так получилось, что и осели. И остались. Дети, правда, уехали наши, а мы-то вот и остались.
Ну, потому что, видимо, еще мы такие вот по натуре. Мы не любим как-то куда-то туда-сюда. Есть люди, которым нравится ездить то туда, то сюда. А мы какие-то оседлые. У меня особенно Бориса Валентиновича вообще, когда торго закрывалось, я его еле-еле со скандалами оттуда выдрала, потому что он не хотел никуда уезжать. И единственное, мне повезло, что его пригласили директором Дома культуры. Как раз тогда что-то было, ремонт Дома культуры, Торговкин, вот они почему-то на него глаз упал, и его пригласили. ДК, Да. Его пригласили директором, вот только его тогда. переделывал. Да. А каким он был? То есть... Он был кинозал же, изначально он кинозал. Все. Никаких там фойе и прочего не было. Туалетов тоже. Нет, подождите, то есть вот вместо ДК «Гармония» Да. Он предназначался как кинозал изначально. А потом там вот решили что-то переделать, исправить, сделать фойе, туалеты теплые, ну как бы сделать, Магазины, да. Типа кафе там было, вот одно время там было кафе. Сейчас там Сельхозбанк. Сбербанк, ой, Россельхозбанк. Вот. Ну и вот тогда вот те времена, это как раз да, вот. это мой проект. Мы даже пожили в Доме культуры всей семьей 1 год. Не было жилья, и мы там вот жили 1 год. Потом нам дали, правда, вот жилье, слава богу. Хотя уже не давали жилье людям приезжим, просто надо было покупать. Спасибо Николаеву, Царство Небесное. А тут как-то вот так Он получилось. приехал и увидел меня 3-й раз, 3-я приезд его была. И он увидел, говорит, а почему у вас здесь директор работает и живет? Ну и все, через неделю мы получили квартиру. Сегодня мало кто представляет, что старинный город Алекминск являлся когда-то предметом восхищения. Между прочим, именно так оно и было. Таким он и запомнился Борису Валентиновичу давным-давно. Какой он город? Изменился он за это время? Каким вот вы видели его, когда когда вы приехали? В 1974 году я опять навигация отработал с туристами. За все время. Вот. Я приехал сюда, тогда, по-моему, на Попове, что ли. Вот. Потому что я и на Кулибине работал, на Попове, и на России. Вот. И мне так понравился город. Во-первых, территория 46-го отряда была, все покрашено, черемуха цветет. Вообще очень понравился. Дороги шикарные. Они, правда, не асфальтированные, но мы так попали. Вот. И думаю, вот где бы прислониться-то можно. А в магазин зашел. Все, что угодно. Тогда же мясо и колбасы делали, поставляли и в Мирный, и в Якутск, везде. Вот. А Лёкма делала. Да, у нас же был колбасный цех. Да, сосиски, сардельки, все. Я в магазин зашел, и мармелад этот я увидел только в Алекминске. В Якутске уже не было, хотя я в Якутске 10 лет прожил. Вот. Ничего не пойму. Все было. А в 75-м году ничего не стало. А у нас свадьба была в 75-м году. Я вот с Мирного ящик яиц, там, колбасы. Нашу алекминскую колбасу я вез с Мирного на свадьбу. Да. Вот так было. Жизнь прожить, не поле перейти, убеждены супруги. А еще убеждены, что многие реалии сегодняшней жизни на самом деле ценностей не имеют. Убеждены, семья, она тем и сильна, что хранит традиции, пришедшие издалека. Различных слов. За это изменение, 30-летнее изменение нашего государства, вот, у нас, естественно, штатовские дела, да, болотное вот это вот образование, вот, все это дало о себе знать. Тут сказать ничего нельзя. Вы посмотрите телевидение, тот же самый, да, покушать, где-то чего-то, погулять, поиграть, все. Ничего больше не надо. Вот отсюда и дети такие. Семья – это, конечно, труд. у нас как Притереться, детей вырастить. Это У ж- нас рыбкой накормили, а потом, извините, удочку дали сам.
Все. Вот это очень важно. Научить. А сейчас этого не делается. Сейчас смотришь, у него еще 2 дорожки под носом, а он уже сидит за иномаркой. Не заработав. Не заработал. Это папа, мама сделали. Ну, в какой-то степени это хорошо, а в какой-то степени это, Ну, не видимо, все, я где-то Не все, конечно. где-то откладывает свои отпечатки. Это труд, вот жить с друг другом всю жизнь. Конечно. Ну, это еще какой труд. естественно. А, труд. Не все так гладко. Да. Конечно. Кто главный в семье? А? Еще раз. Кто главный в семье? Она, конечно. Я такой подпольный начальник в семье. Все же считают, что всегда. Борис Валентинович у нас командир, потому что магазины он, все он, а он уже шутит. Жена сказала здесь стать, я стою. Все нормально. Так с молодости сложилось? Или вот? Ну нет, почему? Изначально там мы были вороны оба. Этот Борис Валентинович вообще был на расхват. Господи, это же баянист, он всем нужен. Туда пойди, сюда пойди. Ну как-то, я не знаю. Я сразу поставила вопрос так, что ты идешь, и я иду. Вот как бы не давала ему разгуляться-то особо. Мы ходили вместе. Вот если куда-то на праздники вместе. Вот поэтому, может быть, как-то так. Как так не увели Ну, парня-то? это со свадьбы пошло. Свадьба была в 3-й столовой. Ее нет сейчас. Да. Жених сидел, играл 1,5 часа. А жена рядом сидела. Веселая свадьба, однако. Ага, веселый, А да. как же вы танцевали? Не, ну, там танцевали, конечно, это он так уж утрирует. В то время не было такого, что ты где-то что-то на кнопку нажал и Заиграла. баянист приехал. О, ладно. Более 40 лет с музыкой. И сегодня оба продолжают работать. Учат ребятишек, сплевывают через плечо на талант. И радуются каждому дню, который дарит что-то новое.